Всем привет, с вами студия. Два колеса. Меня зовут Сулпан Юлай. Меня зовут Гринкэмсте. Да. Сегодня у нас с Айгулькой мы встречаемся второй раз. Да. Мы еще не выложили нашу первую серию, уже собрались вторую снимать. Что ты насчет этого думаешь, Айгуль? Да. Ну, коротко и ясно. Да. Ну ладно, давай сначала поговорим. Как у тебя дела? Как прошли эти 2 недели? Мы 2 недели назад это снимали, первую Да. серию. Рассказывай, что нового, что крутого у тебя произошло? Что было? Я по анатомии показушки центральной нервной системы на 4 закрыла. Вау. Круто. Это, наверное, круто, да? Да, это обалденно. Это анатомия? Да, вторая четверка за все 3 семестра. А до этого тройки были. Да ладно, а я думала, наоборот, все пятерки были, и такая, вторая четверка, а до этого у меня были все только пятерки. Да нет. Ты не отличница, получается. Я не такая умная. Айгуль уменьшает, Айгуль врушка сегодня, ну ладно. Ну, Вот. что еще? Ну, на концерте выступала каком-то. Открытие Человек не знает, на каком она концерте выступала. Открытые сердца, что ли, там, короче, педагогов дополнительного образования награждали. Вот. Круто. Просто, я видела, ты же еще выкладывала, Да, там у тебя танцовка была крутая. Если кто-то не знает, мы не помню, говорили об этом в первой серии или нет, но Айгулька у нас очень круто ярлай, это означает поет. И это очень круто. Мне нравится очень твой голос, особенно когда она поет башкирские песни, это очень круто. Когда я в деревне бываю, ее часто по телеку показывают, она у нас такая крутая. Я такая, я знаю этого человека, знаю, она моя подруга, мы с ней там в Уфе катаемся вместе, мы с ней подкасты записываем, вот. Такие дела. Да. У тебя что, как прошла? Как прошли 2 недели? Блин, все так быстро прошло, что я даже не помню, что было. Но я помню, что, кажется, была фотосессия. Да. С Казакбаевой. Гульнарой. Нет, это было давно. Мы с Гульнарой Казакбаевой снимали фотосессию еще в сентябре, в начале. Да, вот. А фотосессия была, я в роли модели представляла одежду магазина. Нелли Белли называется. Нелли Белли, точно. Да. На самом деле, крутой такой опыт, и у нас еще команда такая крутая была, что мы прям от души повеселились, поугорали, и вот. Короче, я пробую себя в роли в сфере моделинга. Вот. Не знаю, что из этого, конечно, выйдет, но мне интересно. Да, думаешь? Это прям модель. Ой, рахмет, спасибо. Чигин. Модельная походка как у тебя страдает? Модельная походка, это прям про меня. У меня будет идеальная модельная походка, да? Да. Круто, отлично. Ну ладно, посмотрим. Мы, короче, ездили вот с ребятами с обучения на вылазку на природе, за город, на природу, то есть за город, и было очень круто. Мы в первой серии говорили про автобусов. Меня в тот раз, это было вчера, нет, позавчера, меня водитель не взял в автобус. Мы, кажется, перехвалили их в тот раз. Вот. И я такая, ну, слава богу, это был рабочий день, а рабочий день же там много автобусов. Первый такой, знаешь, еще такой момент был, я специально ждала около, где останавливается водитель, и ему говорит, помогите. Мужик, короче, вышел из автобуса. Или он тоже хотел туда сесть, я не поняла. Он подошел к водителю и сказал, помогите девушке. А он что-то то ли рукой махнул, то ли что, я не поняла. Закрыл дверь, мы думали, что он к бордюру близко подъезжает, а он взял и уехал. Какой маршрут? 69-й. Взял и уехал. И мужик такой тоже остался без автобуса. Я такая, извините. Я говорю, часто бывает. Он такой ключами пожал, сел на другой автобус и уехал. Ну, слава богу, я тоже недолго ждала. Там быстренько достаточно. Пришел другой автобус, а другой мужик, водитель такой вышел
И мне такой, ну чё, давайте, поехали. Я говорю, ну go. Вот мне сегодня водитель сказал, типа, я утром выехала. Мгм. Я говорю, доброе утро. Он такой, добрейшее утро. Я говорю, почему добрейшее? Он такой, ну вы приехали. Я такая, бро! Вот. Круто. Мне кажется, на твоем маршруте уже тебя все знают. Мгм. Нету такого? Я просто это достала уже. Да. У меня Нет, просто выбора нет. ай, ну, не знаю. А я просто на 69-м раньше очень часто ездила, Мгм. а сейчас не так часто, может быть, поэтому они меня подзабыли. Значит, нужно почаще ездить. Вот я сегодня тоже думала, что на автобусе приеду, в итоге что-то не успела ainda. Вот. Мгм. Блин, это тоже непонятка какая-то. Я 2 недели назад тоже, считай, на практику ездили. Мгм. Там вот то ли 226 маршрут, то ли какой маршрут был. Тоже водитель, то ли он не услышал. Мгм. Там моя подруга зашла, сказала, типа, помогите. Он, короче, просто автобус вот так опустил Да ладно. и не вышел. Да. Ладно, в итоге там подростки помогли мне, затащили в автобус. Ну, там, короче, он сказал, что у него пандус не работает. Но там, короче, он, походу, реально не работал, потому что там мужики пытались открыть его, а он вообще не открывается никак. Мгм. Короче, вообще, это, странно, блин. Ну да, как всегда разные иногда. бывают ситуации, да, и вообще нормально. Ладно, окей. Да. Бывает такое, Бывает, да. да, ничего страшного, Да. все хорошо, всё Подождем другой отлично. автобус. Да, Если только это не последний автобус. да. Если это будет последний автобус, мы будем рвать и метать. Тогда точно всем Да. конец. Тирин. Мы дойдем до всех. И потом надо это сюда вставить этот взрыв. Да. Или как мы Да, переезжаем кого-то. С одной стороны Айгулька, с другой стороны я. Круто, ладно. Ну, у нашего сегодняшнего подкаста есть определенная тема, про которую мы сегодня будем говорить, обсуждать, делиться своим опытом. И тема нашего сегодняшнего подкаста это... Образование. Да. Ну что, Айгуль, погнали? Погнали. Okay, let's go. Тема нашего сегодняшнего подкаста это образование. Мы, как я уже говорила, поделимся опытом и расскажем, что и как в образовании для людей с инвалидностью. Так, давай начнем с самого начала. Наверное, садик. Будем говорить, возьмем садик? Да, или... конечно. Да? Да, Давай. надо. Просто смотри, насчет садика и школы у меня особо такого, что рассказать, нету. Но я могу рассказать потом, чуть позже присоединюсь, потому что я, когда была маленькая, когда сходила в садик и в школу, я была здоровая битинде. И битинде, я что-то на башкирскую сегодня вот так вот перехожу. Ну ладно. Я была здорова, и я ходила. То есть у меня не было никаких проблем. Когда в садик ходила, я ходила в самый обычный садик, в самую обычную школу, и это в деревне. Вот, в деревне. Наш деревенский такой маленький садик и школа, они все в одном здании. Вот. Такой момент, так что давайте сначала послушаем Айгуль, потому что здесь у нее очень много опыта, она из большого города. Как все тут, сейчас давайте ее послушаем. Ну, Давай. короче, насчет садика. Рядом с моим домом был садик, и меня туда не взяли, потому что у меня были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Ну, типа, я могла ходить, но там по стенке, то есть, как все остальные ребята, бегать я не могла. Вот, и, короче, мама нашла садик на Айской, коррекционный садик, короче. Там на 2-м этаже была моя группа. Вот, туда меня взяли, там было прикольно вроде как. Я вот сейчас жалею, что я, блин, на тихом часе не спала. Лучше бы я спала, блин, дура. Кем я думала? Мне кажется, Лучше бы хавала там, за что давали, блин. об этом жалеют все взрослые люди, Да, наверное. реально, блин. Вот. Там тоже были небольшие проблемки. Там вот тоже нету лифта. Меня мама поднимала на 2-й этаж, ну или там папа или брат с сестрой. Вот. И, короче,
Там все играли, ко мне хорошо относились, там тоже, ну, детишки с нарушениями опорно-двигательного аппарата тоже были, вот. И самое обидное, что в садике у меня было, это то, что все ребята, у них там, ну, допустим, они хромают или что-то так, спокойно могут по лестнице спуститься, а я типа не могла. И ребята там, вот, когда вот, короче, какой-то момент, когда все идут гулять на улицу, вот, и в этот момент я всегда оставалась одна в зале. Я типа, ну ладно, с другой стороны, было кайфово то, что все игрушки были в моем распоряжении. Вот, но вот это было обидно, то, что все, блин, на улице там гуляют, там что-то делают, а я тут одна в зале сижу. Вот, примерно так у меня садик был. Потом я параллельно в 5 лет, что ли, меня родители отдали в музыкальную школу на подготовку. Вот, там проблем вроде тоже не было, меня также поднимали, я там спокойно переходила, преподаватели тоже хорошо ко мне относились, как бы они помогали переходить из одного кабинета в другой, как бы все хорошо. Вот, потом, считай, в музыкалке 2 года у меня подготовка была, считай, когда мне исполнилось 7 лет, я уже пошла в школу, и параллельно, получается, в 1 класс в музыкальной школе я пошла. Вот, в школе изначально не было пандуса, именно в начальном звене, и, ну тоже там, считай, подготовка была, тоже там меня поднимали на 3-й этаж родители, там я переходила, все нормально, короче, вот. Потом на 1 класс мой класс перенесли в кабинет на 1 этаже. Как бы у нас там проходили разные уроки, вот, лифта не было. И какой лифт, блин? Ну да, и лифта не было, и пандуса не было. Потом в 3 классе, я считаю, уже окончательно пересела на коляску. Вот, и тогда родители задумались, типа, блин, а как еще мне быть? И они то ли с администрации Демского района, что ли, они вот добились того, чтобы сделали пандус. И, короче, там было крыло перехода в столовку, там, короче, типа лесенки. Эти лесенки переделали, типа, вот как вот такой вот, как парабола или гипербола, фиг знает. Ну, короче, вот такое вот занижение, чтобы я могла спокойно вот так вот, как по горке подняться. Вот. Ну, первое время ко мне как бы относились, ну, так, с опаской, типа, дети, а на то они и дети, они не понимали то, что я не могу ходить нормально, как они бегать, и типа, допустим, перемена идет, и мне такие дети подбегали, говорят, а что ты, блин, не выходишь? Типа, пошли играть. Я такая, блин, ребят, я не могу. Они такие, ты что, ленивые, что ли? Я говорю, ну да. Вот, но также со стороны родителей этих детей были тоже, как бы, такое себе отношение. Вот, но мой классный руководитель, она хорошо сплотила нас, меня с классом, мы были очень дружными, ездили на разные мероприятия тоже вместе. Вот, потом что? Ну как бы у меня не было такого типа специальной программы. То есть я училась как все, да. Вот, как бы всю программу выполняла. Мне даже, когда я типа поступала на 1 класс, мне хотели сразу на 2 закинуть класс. Типа, потому что программу 1 класса я типа уже знала. А говорила, что не особо умная вначале. Вот. Все, потом, типа, 4 класс наступил, уже время перехода в среднее звено. А это у вас все в одной же школе? Одна школа, да, просто, типа, у нас есть начальное звено и старшее звено. Вот, и типа, в старшем звене там ясен пень, нужно ходить по разным кабинетам, по этажам. Да. Вот, и как бы мама забила тревогу, потому что в старшем звене не было лифта, типа, как бы я поднималась по этажам. Вот, и директор на тот момент, когда я в то время училась, сказала, типа, ну, мы, короче, построим расписание так, чтобы к вам все приходили в начальное звено. Типа, что мы все
вот с 5 по 11 класс будем учиться в том кабинете, где я училась с 1 по 4 То есть класс. именно твой класс Да. не будет переходить Да. по другим классам, а учителя будут к вам переходить. Да. Мгм. Это вообще... Да. У меня мама там вообще, у нее мозг взорвался, такая, думаю, что за бред, ребята, это что такое? Короче, начала она пробивать, то есть там дали даже расписку, то, что, типа, ну, школа, ее сооружение не приспособлено, ну, то есть не подходит к тому, чтобы там можно было лифт сделать. Мгм. Слушай, а почему ты говоришь, что у мамы мозг взорвался? Вы не хотели так учиться? Нет, конечно. Почему? Ну, типа, другие ребята ходят по разным кабинетам, да, там та же самая химия, где там реактивы, нужно все делать. И как бы преподаватели бы носили к нам все это, и как бы, ну, не очень. И при том, что в этом кабинете, типа, маленькие столики, и, ну, как там, блин, двухметровый школьник будет сидеть. Хорошо. Вот, и, короче, все с администрацией Демского района, с администрацией Уфы, все пробили, и там директор тоже поменялся. В общем, выбили деньги, проверенную экспертизу сделали. Вот, и, короче, все хорошо стало, и в итоге лифт построили. Вау, круто. Вот, это вообще очень круто. Вот. Ну и все, потом с 5 по 11 класс все нормально было, как бы учились, даже на физкультуру, там в основном, то есть у нас 2 зала было физкультурных, в младший зал я спокойно могла проехать, в старший там у нас лестница была. И типа первое время я как бы забивала фиг, что ну ладно, типа посижу в кабинете на физкультуре, как бы без проблем, как бы мне вообще не надо. И вот, а потом ближе к 9 классу я что-то думаю, блин, ну что-то надо делать. И, короче, вроде в это время как раз-таки проходило обучение преподавателей физкультуры, чтобы, короче, они ну, вот, занимались физкультурой, ну, вот, с инвалидами, короче. И вот, и после этого меня начали мои одноклассники, которые уже подросли, там вот уже мышечную массу себе набрали. И вот, короче, они меня спускали там в зал, там я занималась. Вот, преподаватель мне давал какие-то упражнения, там вот такие легенькие. Вот, как-то так. Но еще время ЕГЭ, 10-11 класс, мне, короче, как я уже, блин, не помню, но в 11 классе мне сказали, что мне нужно пройти ПМПК, чтобы доказать, что я могу сдавать экзамены, что я могу поступать в университет, что у меня нет отклонений. Я думаю, блин, ребят... Все эти лет училась, я да? все эти 11 лет училась, да. Но тут такие, ну, у тебя, наверное, отклонения. Еще, ты же, наверное, хорошо училась? Ну да, в школе, да. Что дальше? Вот, ну, короче, все нормально прошли. ЕГЭ ОГЭ и ЕГЭ я сдавала одна. То есть, потому что у меня было время увеличенное. Из-за этого, чтобы, короче, по правилам проведения ЕГЭ, вообще экзамена, типа, как там объяснялось, кураторы, они могли уходить только когда все допишут. И типа вообще эти задания могли отправлять, когда все допишут, то есть сданные. Вот, а то, что у меня было увеличенное время, тогда бы ребята, которые бы со мной писали, им бы было бы проблемно, скорее всего. Ну, что-то такое, короче, было. Вот из-за этого мне сказали, что я буду писать одна, чтобы не задерживать никого. Вот, все написала. Это было ужасное время, там было очень жарко, блин. Ты окончила школу год назад, да? Или 2 года уже? Год назад. Айгулька. Год назад, получается, ну, да. Год назад, да. Дальше. Вот. Ну и все, потом ЕГЭ сдала, все нормально, выпускной, вручение аттестатов, там даже вальс танцевала, блин. Я своему партнеру все ноги, блин, давила. Он, наверное, если теперь этот... У него танцев там, наверное, нету. Да, реально. Сидит и проклинает. Да. Кстати, я одну
очень важный момент забыла сказать. У меня в школе в момент моего обучения вот эту программу внедрили, что для каждого ребенка с ОВЗ как бы выделяется тьютер, которого специально обучают, как вести себя, ну, как помогать людям с ОВЗ. Вот это была моя классная руководительница Ирина Васильевна Ван Лав, учительница английского языка. Она меня провожала, то есть, встречала, то есть помогала там снять верхнюю одежду, провожала до кабинета, там покушать мы с ней вместе ходили. В общем, она вот так всячески мне помогала. А как бы в моей школе тоже были детки, у которых было индивидуальное образование. То есть специальная программа у них была, и как бы у них тьютерами могли выступать родители, вот, либо же преподаватели сами, вот. Как бы эта штука есть. Да, вот ты говорила про тьютера, когда еще о студенчестве. Да. Я вспомнила такой момент, что в странах Европы это очень распространено. То есть у них вот тьютерство это очень такое. Когда, получается, ребенок с ОВЗ идет в школу, то к нему прикрепляется специально обученный человек, и он помогает от дома до школы обратно. Получается, это очень, мне кажется, круто, но я вот сказала, это очень здорово, просто я ни разу это не видела в практике. Но это круто, хорошо, Да. отлично. Вот, короче, я всю ЕГЭ сдала, выпускной прошел, вручение аттестатов прошло, и все, я закрыла вот эту вот школьную пару. Это гештальт, да, это все, блин, я пока, блин. убежала, да. Да. Как это называется, песок, супит песок или что-то супит, чтобы туда не возвращаться, короче? Зала? Бетон? Какой бетон? Что, ты хочешь забетонировать школу свою или что? Ну ладно. Все, я поняла тебя. Да. Давай я расскажу. Давай. Как я уже говорила, я ходила в обычную деревенскую школу и в садик. В садике я была самым обычным ребенком. Как мне дали инвалидность, я не помню, честно, в каком это году было, но где-то, наверное, 5-6 класс, и меня сразу отклонили от физры. Это было самое больное, ребята, вообще. Вот просто ребенок, который всю жизнь бегал, там мне сколько лет было, 7-8 лет, и вдруг тебе говорят, ты не будешь бегать, ты будешь стоять и смотреть. Я не знаю, мне было очень обидно, но я все равно там бегала, короче, играла в игры, все равно все участвовала, меня учителя, конечно, вообще поддерживали, потому что это деревня, все друг друга знают, все хорошо. Со стороны одноклассников вообще не было ничего такого. Потом, что было потом? Потом, по мере взросления, у меня все это ухудшалось. И я все равно, у нас там было всего лишь 2 этажа, и я все равно, мы учились на 2-м этаже, и я все равно, короче, ходила. Мне было чутка трудновато, но я все равно ходила на 2-й этаж. То есть об инклюзивном образовании, о том, что как-то там, вот как ты говоришь, лифт сделать, да, или там на 1-й этаж перейти учиться, вообще понятия не было у нас. Просто вот в деревне, еще это был, знаешь, какой год? 2005-2007, где-то вот такой вот год. Я в это время родилась. Да. Да, вот. Я уже тогда училась. Поэтому вообще такого не было. Я вот так вот отучилась. ЕГЭ, тогда у нас был ОГЭ, он только начался. То есть, тогда у нас был ОГЭ, и его только тестировали. И мы были первые или вторые, те, кто сдавал ОГЭ, вот этот после 9-го. Вот. Ну, я как все обычно сдала. Потом у меня все друзья разъехались, и я осталась одна. Я вспомнила. Был такой интересный период, что я после 9-го поступила в Оренбург учиться. Да. И знаешь, сколько дней я там пробыла? Угадай. 1? Нет, неделю. Короче, там был такой учебный вуз, колледж, после 9-го. Там учились дети с ОВЗ. Но он был очень странный.
Там были и здоровые, и дети с ОВЗ, и там не было лифта. Лифт был, но он был закрыт. А общежитие было на 2-м этаже, столовая была на 1-м этаже. А учебные кабинеты были разбросаны, короче, по 3-му, по 2-му, по 1-му. И мы вот так вот ездили, ну, ходили, ездили, говорю. Я тогда была на ногах, кстати. Мы вот так вот ходили, и я так уставала вообще. Я плакала, короче. Я там неделю продержалась, а поступила я на бухгалтера. Вот. И вот этот момент вообще забыла. Потом у меня начался такой период, что я сидела дома, что-то такое, год прошел, и мне случайно так, я встретила одного человека, она была директором дистанционного центра, РЦДО называется, Республиканский центр дистанционного образования. Встретились с Рамилей Гафиловной, она сказала, а я закончила на только ударницей, короче, 9 класс. Она говорит, у тебя же способности, ты умная, давай к нам учиться. А я тогда настолько не хотела вообще учиться, ну, дома не хотела, я хотела что-то как все. Да. Она меня заставила, мне привезли все оборудование, компьютеры, там, сканеры, ну, там все, что необходимо. Вот. Потом я начала учиться. Как вообще РЦДО, что это вообще такое ЦДО? Центр дистанционного образования предполагает обучение детей с ОВЗ опорно-двигательного аппарата, именно обучаться на дому. То есть у тебя есть компьютер, и есть, например, у нас это было в Сюбае. В Сюбае был центр, там сидели учителя разных предметов. Это главное, не главное, а общество, история, вот эти. Общеобразовательные. Да. А главные предметы, например, русский, математика, литература, геометрия, эти предметы ко мне приходила учительница с моей школы и учила меня на дому уже. Вот, я таким образом закончила 10 и 11 в Центре дистанционного образования. Я считаю, что это тоже важный такой важный момент в области образования, потому что РЦДО и вообще ЦДО дает большую возможность обучаться очень многим деткам, которые вообще не могут ходить, например, из деревни, да, из районов, и она очень дает большую возможность обучиться, именно закончить школу. Вот, я обучилась там и сдала ЕГЭ, так же, как все. В ЦДО есть два варианта получения аттестата, это как все. То есть ты ездишь там в район со всеми и сдаешь экзамены и получаешь аттестат. Либо ты сдаешь через компьютер и получаешь справку об образовании. Ну, я, конечно, выбрала первую и поехала к себе в район, чтобы сдавать экзамены. И я так же, как и ты, сдавала одна в помещении. У меня тоже время чуть-чуть дольше было. Но с другой стороны, как бы, я вот тоже сейчас задумалась, когда ты сказала, типа я подумала, что наше вот внимание, оно как бы более такое точно, когда вокруг никого нет, да. Когда тишина, как бы, да, вот нагнетает то, что один, и все внимание только на тебя, но когда уже учителя понимают, что, ну, типа, ну что ты сделаешь? Ты же там не достанешь, там учебник разложится на столе, как бы понимают, что ты нормально пишешь, типа за тобой особо следить не надо, и типа ты уже расслабляешься таким образом и спокойно делаешь задание, как бы вообще с этой стороны, наоборот, как будто бы выгодно. Да, потому что, знаешь, мне помогло вот то, что я была одна, потому что я тогда была максимально закрытым человеком. И если бы я тогда была со всеми в кабинете, у меня там, наверное, вот так вот руки сидели бы и дрожали бы, честно. Потому что я тогда, вот я же говорю, не принимала других людей и себя, и я бы стеснялась, я бы сидела и думала бы, ой, что они подумают обо мне, вот так вот. Это я сейчас такая, осознанная, да. Мне помогло это, то, что я была одна. Стоит отметить то, что у нас в Российской Федерации есть законы, которые нас защищают во всех областях, и в том числе в области образования.
Какие-то законы, я думаю, всем родителям, у которых есть особенные детки, самим людям с ОВЗ, да, следует об этих законах всегда помнить. Итак, какие же эти законы? Это, конечно, 273 закон, федеральный закон об образовании. Там прописано о том, что все люди с ОВЗ должны получать образование наравне со всеми, без каких-либо дискриминаций. Также это, конечно, основной закон людей с ОВЗ, который, наверное, каждый должен человек знать. Ты знаешь об этом законе какой? Это федеральный закон о социальной защите прав людей с ОВЗ. И там тоже прописано о том, что и дети с ОВЗ, и все люди с ОВЗ вообще должны получать и образование, и работу, и труд, и вообще не должны иметь какую-то дискриминацию в какой-либо сфере. Вот, я думаю, что этот закон должен каждый человек знать. И, конечно, это инклюзия, инклюзивное образование, инклюзивное все сейчас у нас. То, что касается людей с ОВЗ, мы пытаемся как-то внедрять инклюзию. Например, что такое инклюзия? Инклюзия – это когда человек или ребенок с ОВЗ внедряется в общество. И я здесь такой важный момент, вот Айгуль говорила, что она ходила в садик. Это вообще на самом деле очень важный момент, потому что я считаю, что таких деток нужно внедрять в общество с ранних лет, потому что это ребенок сам становится социальным, да, ребенок сам эмоционально растет, а не сидит в дома в закрытости, да, в закрытых четырех стенах. Это также, с другой стороны, это дети, которые умеют принимать других детей, особенных детей, да. Они с детства, с ранних лет будут знать, что есть разные дети. Есть детки, у которых, может быть, нет рук, есть детки, которые не могут говорить, слышать, видеть, есть детки, которые вот не могут ходить. И они вот этот момент очень круто помогают. И в этом и главная фишка инклюзии, то, что мы все такие разные, такие индивидуальные, да, все со своими особенностями живем в одной среде и развиваемся вместе, общаемся, да, там, тусим, учимся, работаем. В этом вся инклюзия. И я считаю, что инклюзию вообще можно внедрять везде. Я сейчас пытаюсь его внедрять в туризме. Вот, так что инклюзия – это очень крутая вещь. Вот. Что-то я разошлась. Ну ладно, давай продолжим. Дальше у нас вуз, высшее образование. Сейчас давайте мы послушаем Айгульку, пока я отдохну и выдохнусь, да? А то я уже... Давайте послушаем Айгульку, как она у нас поступила только год назад в медицинский университет в Уфе. Я думаю, здесь у нее очень круто, весело, наверное. Да, как тебе вообще? Рассказывай. Ну, короче, я считаю, вот в несколько университетов подала документы. Считаю, и в БГПУ я подавала документы, и в наш медицинский, и как бы везде у меня стоял приоритет, то есть то, что везде меня ждут, грубо говоря. Вот, даже в КФУ, то есть в Казани, Да. в Москве даже, вот, но я такая подумала, блин, если я, допустим, уеду в Казань или в Москву, будет проблемно там. Стой, подожди 5 минут. Что означает «везде тебя ждут»? Как бы, когда приоритет стоит, то есть госуслуга, ты когда документ подаешь, там типа по рейтингу определяют, ты проходишь на бюджет или нет. И когда ты проходишь на бюджет, там у тебя выходит как бы такая иконка, что приоритет. Я не слышала вообще. Вот. Ну, это недавно только Да, внедрили да, такую круто. шнягу. То есть ты была в приоритете у вузов? Да. Здорово. Вот. Как бы, ну, понятно, я подавала как льготница, из-за этого как бы у меня... Еще шансы повышаются. Да, еще шансы, и как бы и баллы хорошие тоже были, и вот это, и из-за этого как бы я подумала, что почему бы не в мед, как бы, чтобы себя понять, чтобы понять свой организм, прежде всего, как бы вот это вот и цель, скорее всего, моего поступления в медицинский. Круто. Конечно, и помощь другим людям,
Вот, ну, в общем, я так поступила, документы подала, оригиналы отнесла, вот, и со мной связался деканат моего факультета, они назначили встречу, мы с мамой пошли на встречу к ним, обсудили все, вот, план работы, типа, что с их стороны, то есть, типа, какая их помощь должна быть ко мне, вот, как бы отношения хорошие сразу же, с первого дня хорошие отношения. Здорово. По воспитательной работе ответственный помогал мне первое время, как бы он помогал мне учебники получить заранее, типа не все в этой толпе. Вот. Ну, короче, как у меня вот первая неделя проходила, типа у нас были лекции в... Это ты уже после поступления рассказываешь? Угу. То есть ты уже решила отложить Казань в Москву? Да. Угу. Вот. Ну, я как бы поняла, что как бы если я уеду в Казань или в Москву, как бы это тоже, ну как тоже, хорошие, хорошо развитые города, именно в плане доступной среды, Да. там намного лучше. Ну, как бы и у нас хорошо, но там чуть-чуть получше. Ну да, да. Вот, и как бы, конечно же, как и другие мои одноклассники, которые уехали в другие города, как бы, слушая их истории, конечно бы хотелось бы попробовать себя в другом городе, но я подумала, что там пришлось бы мне тяжко, то, что здесь хотя бы некоторые мои друзья, мои родственники, родители, брат, сестру, они здесь, и они, как бы, что бы у меня ни случилось, они всегда готовы подъехать и помочь мне. Вот, и поэтому я, как бы, убрала у себя из цели эти города. Вот. Ну вот, все, короче, я поступила, учеба началась, посвят был, ну, линейка классная была очень. Вот, вот по воспитательной работе ответственный помогал мне первое время, он помогал мне поднимать там, ну, то есть на второй этаж в лекционный зал, там у нас лекционная неделя была. Вот, и как бы, то есть меня там, мне помогали мои однокурсники с моего потока поднимать постоянно. Как бы я подумала, блин, ну сейчас вот, допустим, это был сентябрь, да, там сухо, дождей нет. Как бы понятно, они все в халатах, меня поднимают, у меня колес сухие, я никого не пачкаю. Потом я задумалась, блин, а если это будет зима? Они в белых халатах, у меня грязные колеса, как бы, не камильфо. Еще же есть такое, что в медуниверситетах, вот я насколько слышала, что у вас халаты должны быть чистые, выглаженные, да, это факт. Вот, и, короче, я пошла к нашему декану, типа сказать, давайте хотя бы типа вот пандус сделаем на, ну как бы просто обычный примитивный пандус, типа вот эти вот две палочки на лестницу хотя бы положить, чтобы меня просто тупо толкали. Это на второй этаж. Да, вот. И она сказала, типа, да, давай, типа, ну вообще без проблем. И в конечном итоге мой поток перенесли в другой корпус, в новый корпус, куда можно спокойно зайти, там поднимать не надо. Вот, короче, у нас пары, лекции проходят там. Многие пары, допустим, у нас отдельная кафедра анатомии, то есть отдельное здание. Вот, там специально есть кабинеты, там вроде 3 кабинета, там вот со значком инвалида. Вот, то есть эти кабинеты специально предназначены для людей с ОВЗ. Круто, круто. Да. Это было до этого или... Это было до этого, да. Отлично. То есть, как бы, как я знаю, многие люди, у которых проблемы со зрением, тоже учатся в медицинском, кто вот ходит, но там немножко хромает, тоже учатся в медицинском. Вот, и как бы, то есть, как сказать, когда я пришла в универ, там не было такого, что вот, вау, ты инвалидка, а у нас ничего не готово, у нас ничего нет, а у них уже какая-то база уже есть, то есть они уже в этой сфере работают. То есть они развиваются. Да. Инклюзия. Да. Ну и в принципе и другие наши университеты, там вот, когда вот в школе училась, ходила там на всякие мероприятия, там вот конференции, тоже замечала, что много чего сделано, оказывается. Вот. Вот. Потом у нас были пары общеобразовательные, то есть там история, допустим, еще что-то, такие предметы.
И их кафедры находятся там в других корпусах и на третьем-втором этаже. Как бы меня поднимать туда тоже невыгодно было, и поэтому мою группу перенесли в корпус, куда я могу без проблем зайти, в библиотеку. То есть вот такие пары у меня в библиотеке проходили. Сейчас уже то, что идет уже более профильные предметы, то есть таких общеобразовательных особо нет, как бы спокойно, я даже там в библиотеке не бываю. Вот. С группашами я сразу закорешилась. Не сомневалась. Вот у нас были тьюторы, это расскажи про тьюторов. Третьи или четверокурсники, что ли. Которые тебе помогали? Нет, тьюторы, которые ведут первокурсников. Ага, то есть они помогают им внедриться вообще в учебу. Вау, круто. Вот. И типа мы с ними закорешились, мы даже то ли на второй неделе сентября, что ли, уже с ними пошли в караоке, там, ну, вообще прям очень хорошо. Здорово, здорово. Да. Вот, потом я также в профком вступила, как бы тоже там закорешились, повторяю это слово уже который раз. Вот, ну... Сдружились, да. Вот, потом начались пары в больницах, как бы я тоже в деканат подошла, объяснила ситуацию, просила, чтобы они сразу продумывали, то есть, как бы, может быть, со мной советовались, где будет мне удобнее, и вот после этого заведующая практикой, она всегда, ну, вот, допустим, больница, когда меняется у нас, она спрашивает, типа, вот тут тебе удобно будет? Я говорю, да, она такая, все окей, мы здесь вам парту доставим. Вот это вот вообще очень круто. Идут тебе навстречу. Да, как бы я очень боялась, что будет какая-то дискриминация жесткая. Вот потому что как бы новая сфера, новое общество, как бы в школе-то уже ко мне все привыкли, а тут типа вообще рандомные люди. Вот, из-за этого я очень сильно боялась, я боялась, что меня будут булить преподаватели, но тьфу-тьфу, этого нету. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Все хорошо относятся ко мне, все относятся с пониманием. Вот, как бы мне некоторые говорят, типа, ну, Айгуль, ну, типа, преподаватели должны понимать твою ситуацию, что ты не можешь каждый день присутствовать на парах, и типа, ну, должны тебе идти навстречу. Я думаю, а тогда зачем мне был смысл идти в медицинский, типа, зная вот эти все проблемы, что нужно будет каждый день посещать пары, что нужно будет много писать, много учиться. Как бы осознавая это, я еще буду просить у них поблажек, ну это... То есть ты знала, что нужно будет трудиться, да, учиться? нужно будет трудиться, да. И как бы когда мне такое говорят, я думаю, блин, ребята, ну нет, ну не надо. То есть так. тебе предлагают воспользоваться своим положением? Да, как бы надавить на жалость, да. Я Поняла. очень не люблю такую вещь, когда меня там обделяют, там вот, допустим, там оценки получше ставят. Я думаю, блин, намного умнее ребята есть меня, есть ребята намного умнее меня, которые заслуживают эти оценки, которые мне ставят. Но такого нет. Вот. И что еще? Зимой. Как ты ездишь зимой? Зимой, ну также, как бы, когда снегопад, я предупреждаю старосту, чтобы она сказала преподавателю. На некоторых парах мне давали как бы задания, я их, допустим, дома делала и скидывала им. И они типа мне энку не ставили, спокойно проверяли. Вот, я потом переписывала конспекты, которые писали мои группаши, ну и все вот так вот. Вот, типа вот я, когда вот не езжу в универ, это когда я болею, когда морозы и когда лютый снегопад. Вот. Только в этих случаях? Да. Здорово. Да. У меня такой вопрос. Вот обычно, когда люди с ОВЗ, вот мы, да, на коляске, когда я закончила 9 класс, когда я хотела поступить, мне, конечно, все советовали идти, знаешь, туда, где легко. Да. Например, это бухгалтерия, куда я пошла в Оренбург. И все говорили, ну вот иди в бухгалтера,
потому что там ничего особо не нужно делать, ты сидишь, цифры читаешь и все. Да. Я тогда как-то это приняла и пошла, но я жуть как не люблю математику с детства. Я гуманитарий, я вообще не люблю считать. То есть это все со мной не связано. Математика и я, это как я и балет, Да. можно так сказать. И тебе такое говорили о том, что вот я понимаю, что ты же сейчас как терапевт учишься? Да. Что говорили ли тебе, что, возможно, ты не сможешь, возможно, зачем ты пошла в эту профессию, а, например, не на психолога или не на бухгалтера, или что-то в этом роде говорили тебе? Ну, как бы, да, мне говорили, типа, почему там, допустим, в БГПУ не пойдешь, если, ну, как бы, я планирую в сферу психологии, психотерапии в дальнейшем внедриться, как бы зная об этом, мне говорили, почему ты там пойдешь, там на курсы какие-нибудь пройдешь, там в БКПУ, допустим, там 4 года отучишься, и все, ты будешь психологом, как бы, да, такое было, но я все равно забила на своем, короче, настояла. Вот, но просто вот я получу диплом о том, что я буду терапевтом, да, и как бы это не обязательно то, что я пойду работать терапевтом, да. То есть ты же можешь, например, остаться у себя в университете и преподавать. Есть такой вариант? Есть, но я, честно, не знаю, там в медпроф медико-профилактически идти вроде надо. Ну, короче, как вариант можно, Есть варианты еще. Да. Вот. Ну, мне некоторые преподаватели, ну, как бы просто альтернативу предлагали, типа, что после того, как я закончу 6 курсов, что мне можно диагностом пойти, допустим, там, рентген читать, там, кардиографию. Да, ну, что-то анализы считать. Да. Вот. Ну, как вариант можно, но, блин, как-то один преподаватель мне сказал: Айгуль, ну ты же прям усидчивая, ты же прям сможешь читать все это. Я думаю, я и усидчивость, сейчас. Вот. Усидчивость, это было интересно, смешно. Ты же усидчивая, а ты такая, да ладно, серьезно? У сидушки же сидишь. Смешно. Да, на самом деле, я вообще очень сильно рада, то, что у тебя там такое поддерживающее окружение, то, что учителя ни в коем случае не дискриминируют. Вообще, это, ребята, это то, к чему нужно стремиться. Это вот инклюзия о том, что я говорила. Это здорово, я рада. Я надеюсь, что во всех вузах так будут встречать и поддерживать абитуриентов СОВЗ и студентов СОВЗ. А ты заметила, что я одела сегодня как у преподаватель? А ты знаешь, что у меня... меня... Не препод, а преподаватель. Хорошо. А ты знаешь, что у меня педагогическое образование? Реально? Да. Не знала? Нет. Дошкольное и начальное. Поехали. Сейчас я расскажу о том, как я получила эти дипломы, да? Давай. Так, как это было? Когда я сдавала ЕГЭ, у меня не было такого, что я поступлю в университет. То есть я чисто получила ЕГЭ и все. Но ради прикола я все-таки выбрала обществознание и что-то еще, не помню. Тогда у нас был на выбор только один вроде как еще. Я такая, окей. Потом я что-то жила без вуза, и мне сестра говорит, давай поступишь учиться, там будешь хорошую стипендию получать. Я такая, ага, вот оно что, ну давай. В итоге, это был где-то 17-18 год, мы пришли в школу. Я, моя сестра и моя подруга, которая там училась. Ой, в школу, я сказала школу? Да. В институт. Я думала, ты уже преподавать пошла. Нет, я еще не отучилась тогда. Мы пришли в университет Сибайский, филиал БГУ. Вот. Там нас встретили как-то не особо радужно.
первый год. Мне сказали, что мне будет очень сложно ходить на пары, а я тогда только на коляску села, первый год где-то был, или даже я тогда дома ходила, а на улице на коляске ездила. Вот, и мне сказали, что я, наверное, не смогу учиться, что туда, куда я хочу, а я хотела либо на юриспруденцию, потому что я с детства мечтала, ну, с 9 класса мечтала, что я стану юристом. Мне было вот это все интересно. Либо на юриста, либо на психолога. Но мне сказали, что у меня не подходит ЕГЭ. Я такая, окей, и ушла. Ну, я особо и не хотела же, мы же ходили чисто ради стипендии. Потом прошел еще 1 год, и я реально захотела учиться. А что еще делать? Жизнь проходит, все учатся, нужно как-то дальше двигаться. Я уже и на коляске начала часто выходить, часто ездить. И я снова туда пошла, на коляске, на этот раз с твердым убеждением, что я хочу учиться. Мы пришли, и я опять-таки хотела на юриспруденцию, но по ЕГЭ опять не попадала, короче. И что-то тогда у меня моя директриса, которой я отсюда училась, она мне помогла, она со мной пошла к директору. И тогда такой стал вопрос насчет условий, потому что это тоже очень старое здание, и там вообще не было пандусов. Пандусы где-то были, но даже в главный вход там было около 20 лестниц, высокая, а внутри это было пятиэтажное здание или 4-этажное. Там вообще не было никаких условий. И в этот год, когда я вот уже с твердым намерением пошла поступать, у меня было только такой вариант, что либо я поступаю, куда я могу с ЕГЭ, либо либо я пересдаю ЕГЭ и иду на юриспруденцию, пересдаю историю, обществознание. И мне директриса говорит, давайте поступи туда, куда ты можешь с ЕГЭ. Ну, а на следующий год ты сдашь ЕГЭ и поступишь туда, куда ты хочешь. Я такая, окей. И я таким образом поступила, извиняюсь, я могла поступить только на ДО и НО. Это начальное и дошкольное образование. Вот. Насчет условий сказали, что... Я тогда еще, знаешь, такая настырная была. Знаешь, что я говорила? Я говорю, да не нужны мне никакие условия. Меня будут друзья мои водить. Они сильные, они будут меня поднимать. Я просто тогда знала, что друзья меня будут поднимать. Я же тогда еще одна не ездила. Я была в них уверена, и я тогда была, знаешь, я тогда вот обо всех этих законах не знала. Я просто тогда была уверена о том, что они должны, что мы равные. Да. Я просто на этом каком-то внутреннем ощущении была настырная о том, что я такой же человек, как вы, я хочу учиться, я могу учиться, так дайте мне это обучение, так дайте мне эти знания, потому что я же даже не требовала, чтобы они создали для меня условия. Вот с таким намерением я туда пошла, и они в итоге меня взяли, я поступила и начала учиться. И первый день, когда у нас поставили пар, а я еще поступила на заочку, и первый день, это было осенью, друг у меня тоже туда поступил, он сказал, что в течение всегда будет мне помогать, я же там 1 раз в полгода тоже только учимся 1 месяц. Первый день моего обучения пары поставили там несколько пар, и кабинет был на 5-м этаже без лифта. И мой друг со своим другом меня туда подняли, и учительница, когда меня увидела, она просто... Мощно. И потом она такая подошла и говорит, ты прости нас, пожалуйста, мы про тебя, не знали. Я такая, да ладно, все, меня друзья подняли, что, нормально? И я же сама сюда поднималась, да, на своих 2 или на своих 4. И такая, окей. В итоге они поставили пары на 1-м этаже.
Но на первый этаж было тоже 20 или там, как я уже говорила, при входе 20 лестниц. У них такое было здание, на первом этаже вообще нормальных кабинетов для проведения пар занятий вообще не было. Это был вот единственный кабинет, и мы там учились. Вот. Таким образом, я начала учиться, учителя, как и тебя, меня полностью поддерживали, ни в чем, я тоже не хотела ни в чем, чтобы они меня обделяли, потому что я вот всегда была за то, чтобы меня принимали наравне. Таким образом, я начала учиться, все хорошо, все отлично. И потом на следующий год я решила поступить туда, куда я хочу. Я ходила на юриспруденцию. И тогда у нас еще поменялся директор. У нас был новый директор. И они вдруг начали для меня создавать условия. Через год я год отучилась. Потом поступила на юридический. На юридический я поступила также заочно, только на бюджетку. Потому что я не хотела сдавать ЕГЭ. А когда ты на бюджетку, тебе не надо, в принципе, вот это ЕГЭ, не ЕГЭ. И все учителя, вся администрация меня знала, поддерживала всегда. И когда я сказала, что вот я хочу на юриспруденцию факультет, они такие, да, конечно, давай, все. Экзамены я сдала также, документы отдала, они все меня приняли, и я таким образом начала учиться на 2 факультетах в одном университете. И был такой смешной момент, год прошел, не смешной, а очень милый. Начали делать условия. Ты знаешь, как у тебя? У нас был вот квадратный корпус, да? Они сделали выход вообще с другой стороны, вход с другой стороны, там, где в первом этаже были кабинеты. И туда, я помню, даже новый директор, Азат Салимянович, Салям, я могу передать, да, теперь, он даже всегда меня подходил и спрашивал, тебе подходят вот эти условия, давай вот ты проверь, ты сможешь здесь проехать, вот мы тебе здесь санузел сделали, они все тут там оборудовали, получается, и в кабинет тоже. То есть у меня был такой вид-кабинет, так скажем, он был весь такой новенький после ремонта, и вот они, получается, туда сделали отдельный вход, и туда пандусы все сделали, короче. И это было очень здорово, и вот и дальше свое образование я получала вот в этом кабинете. И все учителя, когда у меня начиналась сессия, и юриспруденция, и педагогические, все они приходили там через 5 этажей, через 9 коридоров, через 10 лестниц на мой кабинет и учили меня там. Всегда так было, и вот, и я таким образом отучилась. И меня тоже очень сильно поддерживали все учителя. Благодаря, вот они дали для меня очень крутой такой урок вообще. Благодаря, вот, я еще не говорила с тобой, но я тебя обязательно об этом спрошу. Хотя ты еще не доучилась, у тебя только 2-й курс идет, а я отучилась там 6 лет, получается. Колоссальный опыт, вообще такой мощный пинок, чтобы я вышла из зоны комфорта, я получила в своем вузе, в Сибайском филиале БГУ, благодаря моей учительнице Лилии Радифовне. Я о ней постоянно говорю. Она начала меня вводить, знаешь, всякие конкурсы. Сначала это Обилимпикс. Слышала про Обилимпикс? Да. Мы там выиграли 2-е место и такие, вау, круто, мы с тобой крутая команда, давай дальше топить. Мы были в Москве 2 раза, и там мы выигрывали 1-е места, короче. Мы были в Ялте благодаря университету и благодаря вот Лилии Радифовне и Юлии Александровне, вроде и моей команде. И благодаря, конечно, администрации университета мы были в разных конкурсах, участвовали. И таким образом я поняла, что возможности есть. Если ты сидишь в маленькой комнате, в маленькой деревне, в маленьком городке и не выходишь оттуда, то реально мир замыкается вот так вот. Да. А если ты выходишь и видишь, что, оказывается, можно нам путешествовать, оказывается, для нас есть
особое сопровождение на самолетах, да, в поездах. Я тогда это увидела, что можно нам спокойно колясочникам ездить, летать на самолетах. Это вообще вау. И я вот это все увидела, у меня мир настолько расширился. И вот такой вот опыт я получила. И благодаря этому я до сих пор помню свой вуз и благодарю. Вот. Всем ребятам, которые нас смотрят, или родителям, или всем, короче, учитесь, не бойтесь. Если вас где-то дискриминируют, если были такие случаи, то говорите об этом обязательно. Не стесняйтесь, не бойтесь. Это ваше право, право каждого человека на равное образование. Мы сейчас с Айгуль делимся опытом, как люди на колясках, да. Также мы, конечно, не говорим про опыт людей с проблемами слуха и зрения, но вот этот закон, он предполагает всех. То есть, если у вас, например, проблемы со слухом, то образовательное учреждение должно учитывать этот момент, либо построить индивидуальную какую-то программу, да. Хочу рассказать про одного человека. У нас был в вуз, поступил один мальчик, его зовут Идель, он вроде еще там учится. Он был очень активным. Он очень активный, не был, а есть очень активный. Он везде участвовал. И я так восхищалась, и сейчас им. И хотелось бы всем посоветовать, что если вы поступаете в вуз, то берите от этого вуза все. Все конкурсы, все события, участвуйте и доказывайте себя. Потому что студенческая жизнь, она одна, и она пройдет, и вы будете скучать. Поэтому берите от студенчества и от жизни все, что вы можете. Вот. Да. Что-то я опять разошлась. Вроде как насчет образования мы с тобой поделились и своим опытом. Да. И вроде, надеюсь, что-то дельнее мы сказали на сегодня. Да. Если что, это наш только второй такой выпуск с темой. Давай, если что, мы можем через несколько выпусков, да, потом можем изучить эту тему или еще что-то, если будут какие-то нововведения, мы вам обязательно напомним, или можем повторить эту тему, можем заново порассуждать о лабиринте. Вот. Ну, как вот говорится, вот как вот я в первом выпуске говорила, что вот, допустим, слово инвалидность это просто какие вот тебе приоритеты там дает, там возможности, всякие поблажки, которыми ты можешь использовать, но при этом ты, то есть это просто как статус, как вот статус пенсионера, вот это вот всякие вещи, как бы можно сказать также про инклюзию, что это просто статус, как бы статус, который тебе поможет внедриться. Как бы ты зайдешь, ты будешь учиться на равных условиях. Как бы сейчас мир растет, подрастающее поколение уже осознанно относится к людям с ОВЗ, как бы для них это нет никакой проблемы, это не какое-то новшество. И как бы, то есть не надо бояться вот этого слова инклюзия, что там говорить, что у меня инклюзивное образование. Нет, это нормально. Да. Вы также будете учиться на равных условиях. Как бы, да, то есть, возможно, там индивидуальная программа будет, но вы будете наравне со своими группашами, там, со своими одноклассниками. Вы будете вместе проводить время. Это, то есть, как вот я сказала, не бояться вот этого слова инклюзия, что это такое, что-то такое страшное, инклюзия. Нет, это никак не влияет. Нет, почему? Да. Я вообще обожаю это слово. Да. Оно и такое модное, и такое, знаешь, классное слово вообще. Я рада, что вообще оно есть, и оно развивается, ребята. Да. Это очень круто. Вот на опыте Айгуль, вообще у тебя классный опыт. На моем опыте
Инклюзия — это круто. Давайте внедрять это везде. Я уже сегодня это уже говорю третий или четвертый Да-да-да. раз, потому что инклюзивное образование, да, говорит очень много, обещает очень много инклюзивное образование, то инклюзивное образование, все, но давайте делать, начинать. Я считаю, что у нас у всех равные права, Да. несмотря на в каких положениях мы находимся, Да. мы все достойны получить достойное образование, Да. знания. И да, как Айгуль сказала, не стесняйтесь, даже если вот индивидуально. Ты права, кстати, ты очень хорошо сказала, потому что я в свое время как-то стыдилась того, что я училась в ЦДО, ну, в Центре дистанционного обучения. Я там училась 10-11 класс, но я реально стеснялась. Мне казалось, что ой, вот дома училась, наверное, и табашки делали. Да, Я да. думала, что вот так вот скажут. А нет, я встречалась и виделась со многими детками, которые учились там. И да, есть минус такой, что они не выходят из дома и не общаются. Так что сначала нужно, конечно, подумать насчет того, чтобы ходить как-то в школу, если Да. есть такая возможность, Да. конечно. Потому что вот этот вот, понимаешь, вот этот вот социальный аспект, он ничем не заменяется. Да. Понимаешь, это здесь в школе, когда ты среди всех, это общение, это Да. дружба, это эмпатия, это развитие. Да. Вот согласись, круче намного в школе учиться. Да, чем дома. Да, поэтому, но мы ни в коем случае не уменьшаем значение ЦДО. Да. Это тоже очень, я сама там училась, это очень важный аспект в образовании, поэтому выбирайте то, что вам удобно, где вам удобно, Да. и не стесняйтесь, главное, не стесняйтесь, и Да. учитесь. Учеба — это круто. И вот самое главное, вот даже на твоем опыте с этим, с универом, Мгм. как бы сначала, когда был директор, который не шел навстречу, Мгм. ты хотя даже не просила, ты сама пыталась, и как бы тебе, то есть, что вот эта вот инклюзия начинается с самого низа. Да. То есть, как бы, какие бы законы, ну, конечно, законы, они помогают, это понятно, но просто вот именно сама практика применения Да, вот этой да, да. инклюзии начинается как раз-таки с нас самих, потому что если бы Сулпан не пошла в этот университет, там бы даже об этом не подумали. Вот реально, как бы у них и так много работы, и как бы у них даже нет мысли о том подумать, что, блин, ну, нам надо создать условия. Как бы это понятно, что по закону сейчас Да, должны везде да, да. создаваться, но именно на тот момент, когда ты училась, этого всего не было. И когда поменялся директор, и они уже сами пошли навстречу, Да. это очень круто. Да, ты знаешь, что меня друзья и некоторые учителя называли первопроходцем, и меня ставили всегда в пример. Вот у нас есть такая особенная ученица, она там по конкурсам шляется, в заведении учебном не появляется. Что-то такое было, да, о нас много писали, и это тоже же очень огромный плюс учебному заведению, о том, Да. что он готов принимать всех людей, о том, Да. что он открыт, и это очень здорово. Ну, об образовании вроде обо всем поговорили. Да. Мгм. Что-то еще хочешь сказать? Ну, наверное, как бы не бойтесь идти учиться, как бы, да, бывают разные ситуации, когда там из дома выйти нельзя, еще что-то, но просто надо учиться, как бы, пусть будет домашнее обучение, главное, Да. ты учишься, главное, Да, ты да. мыслишь. Да. Это самое главное. Вот ты, допустим, даже вот в РЦДО отучишься, да, Да. ты потом себе там вот с этим образованием можешь пойти там офлайн, онлайн Да, работать, да, себе заработать состояние, как бы, да, то есть работая на той работе, где тебе условия, ну позволяют, да, тебе развиваться, и ты можешь с этой базой, с этим вот денежным состоянием переехать из своего места проживания, где тебе некомфортно, откуда ты не можешь выйти, и жить ну, как бы в нормальных Комфортно, условиях, да, комфортно. где ты сможешь выходить на улицу, там в кино сходить, туда сходить, да, вот
Все, То- вот такая вот То есть цель, создавать да. для себя возможности. Да, да, Это очень круто, ты хорошо сказала. Да. Мне нравится. Лайк. Я ставлю лайк. да, Да, здорово. Главное это развиваться, Да. познавать жизнь во всех ее красотах, Да. масштабах. И потому что жизнь, она вообще прекрасная штучка, Да. согласись, несмотря на все. Таким образом, мы, наверное, сегодня закончим. да. У нас сегодня была тема образования. Мне очень понравилось. Я надеюсь, я очень буду рада, если мы своим подкастом вдохновим хоть одного человека, хоть один человек напишет о том, что круто, здорово. Если у вас есть какие-то темы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили, то пишите, мы подумаем, да? Да. Да. Вот. Я у тебя еще хотела спросить о том, что дал тебе университет. Но ты еще только год Ну, отучилась. я могу сказать, в принципе. Ну, давай, говори. Он мне дал очень хороших друзей. Вау. Как бы за 1 год, как бы я столько всего узнала, как бы поддержка вообще с разных сфер, с разных потоков, с разных факультетов, курсов. Просто, ну, не совсем универом, конечно, знакома, но просто... Совсем не верю. Вот, ну, очень много дал, очень много опыта, и вообще, когда познаешь историю других людей, как бы, да, у нас жизнь не сладка, но и у людей, у которых нет проблем с опорно-двигательным аппаратом, как бы, да, они здоровые, как будто бы для нас, ну, как бы для меня, как бы, ну, раньше такой, как бы, что только у меня все плохо. Ага, все, поняла. Вот, а когда ты узнаешь историю других Да, людей, да. понимаешь, что нет, у всех все одинаковые, Ты реально. такая, слава богу, у меня такого нету, да? Да, реально. Просто у кого-то, допустим, проявляется проблема со здоровьем, у кого-то проявляется проблема в другом, и как бы Да? эта совокупность, это равновесие. Как Мгм. бы, ну вот, жизнь наша черно-белая, как бы без этого никак. Конечно, иногда ты просто со стороны вот все же думают, что вот колясочники там жалкие, у них много проблем. Да, да, да. И ты тоже иногда поддаешься этому, такая, блин, да, Да. мне не повезло. Потом узнаешь других людей, знакомишься. У них же не только вот проблемы здоровья, у них Да. там психологические какие-то, да, там проблемы или бытовые, да, очень Да, много да. на самом деле всего у нас происходит в жизни, Да, и это нормально, да. абсолютно. Вот. Наверное, нам стоит заканчивать. Давай потому скажем про, да, закругляться. Давай скажем про донаты. Да. Айгуль, наши любимые донаты. Да. Давай просто будем сидеть и улыбаться, чтобы нам подкинули за наши красивые улыбки. Вот там вот внизу ссылочка есть, да, вот, да, вот. Да. Донатики скиньте, пожалуйста. Да, мы будем Да. очень рады, Да. будем развивать наш супер крутой проект, Да. по моему мнению. Закупим оборудование, Блин. закупим профессиональную камеру, профессиональный микрофон. Мгм. Вот. Это будет супер здорово. Да. Будем развиваться, ребята. Развиваемся вместе. Да. И вы нам в этом поможете. Как бы я надеюсь. сама пару минут назад говорила, сами зарабатываете. Да. И Мы такие, сейчас помощь да, получим. да. И такие, донаты подкиньте, пожалуйста. Ну Ну, это ладно, другое. Но это тоже работа. мы Мы работаем. разбираем тему. Мы сегодня сидели здесь, уже 3-й час прошел, мы Да. сидим. Да. Вот у нас все тут так красиво. Ну, короче, я думаю, нам стоит прощаться вообще, Да. а то мы что-то сегодня засиделись. Да. Всем пис, ребята, как говорил Мифтахаддин Акмулла, укол карак, укол. Так же он сказал, да? Я думаю, очень круто ты закончила. Давай Да. я скажу всем спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да. Как говорил великий Мифтахаддин Акмулла, укол карак, укол. Туган Сакилиша. Ай. Полностью согласна. Ай. Всем пока-пока. Да. Это что за музыка какая-то знакомая? Everybody know. Да.
Короче, ладно. А? Волк с Уолл-стрит. Да? Оттуда? Да, Реально? это же фильм. Ну, на фильме такой показывают. Да? А, Ай, я не слышу такое. ну ладно, все. Поехали